Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цепочку на такую тему. С кем вам суждено встретиться, с кем суждено познакомиться? Загадайте, пожалуйста, свои временные рамки, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Понятно. Так, ну вот показывают прям встречу. Причем встреча будет крайне неожиданной. И для вас это даже как-то, знаете, потрясение, да? У вас потрясение от этой встречи. Вы встретите человека, кто в вашей памяти, как знаете, вот какой-то ненадежный, какой-то абсолютно неадекватный, без царя в голове. Ну вот знаете, какой-то взбалмошный, странный мужик, который дичь какую-то творил. Возможно, он за вами ухаживал. Возможно, вы просто были знакомы. Вот. Время прошло, вы про него не знаете, ничего о нем не слышали, даже не интересовались его жизнью. А тут у вас прям такая встреча показана. Вы его не узнаете, а вот он вас сразу узнает. Буквально перед вами такой прям мужчина, весь из себя, такой прям положительный, интересный, респектабельный. Мужчина прям с иголочки мне идет, очень красиво, модно одет. Либо, знаете, как дорого-богато, да? И представляете, вот вы где-то находитесь, там, не знаю, в городе, в магазин зашли, либо просто там идете по тротуару, к вам подбегает красавчик, хорошо, дорого пахнет, весь такой симпатичный, аккуратный, и начинает, значит, вас там хватать, обнимать, целовать и по имени называть. Ну, прям дар речи потеряете, скажете, да что за дела такие, это что такое? Это кто такой, да? У вас прям ладошки мокрыми станут, и озноб прям по вам пойдет. Ну, что-то знакомое в нем есть, а вот вспомнить быстро вы не можете. Вам еще какое-то время потребуется, чтобы понять, кто он такой. А когда поймете, глазам своим не поверите. Сами себя, знаете, вот так щипать будете и думаете, это мираж, это неправда, это сон. Ну как такое могло произойти? Как вот этот вот забулдыга, либо какой-то там наркоша, да, либо еще там кто-то, да, превратился в такого прекрасного мужчину. Знаете, вот как эта сказка про гадкого утенка, да? Вы помнили гадкого утенка, а перед вами теперь прекрасный лебедь. И что вас еще потрясет, это то, что он вас, ну, во-первых, узнал, а во-вторых, он к вам вот прям как родной, да? Как будто бы между вами там все было. Как будто бы вы и не расставались вовсе, да? Вот как-то так он к вам относится. И вы знаете, вам будет приятно, скажете, ничего себе. Значит, он на меня имел виды, значит, я ему нравилась, значит, он там, может, следил за моей жизнью. Ну вот что-то мне такое идет, у вас потрясение на потрясение, потрясением погоняет, да? И прям мурашит вас не по-детски. И как реагировать, вы не понимаете. Если честно, я вижу, что вы растеряетесь. Даже вот самая такая женщина боевая, активная, деловая тоже может растеряться. Но к чему, а к такому вы точно не готовы, да? Ну, там, бывшего, если бы встретили, ну окей. А тут прям мужчина, который, возможно, даже не был вашим бывшим, либо это было там 100 лет назад, да? И вот такой красавчик. Конечно, вам захочется узнать, и что с ним случилось, и как он смог дожить до жизни такой, да, что он сделал, как он так поднялся. Ну вот как чудо, да, мужчина как чудо, то, что с ним случилось, это как чудо. Вы знаете, вот его тепло, оно вас тронет вот эта подача, вот эта нежность в голосе, улыбка, да, прям вас действительно тронет. И если честно, я вот вижу, что вы такая оцениваете его и думаете, блин, а симпатичный мужчина-то получился, да, как я раньше не замечала, что он такой симпатичный.
либо вы думаете, ой, как же я ошибалась по поводу этого мужчины. То есть казалось, да, по всем прогнозам, вот тот образ жизни, который он вел, что он там все уже котится по наклонной, и дальше ну, что-то неприятное его ждет. Тут на тебе, да, такое преображение. А вот давайте посмотрим, это случайность или мужчина это спланировал, да? Может такое быть, потому что с вашей стороны я вижу шок и неожиданность, а с его стороны я ничего не вижу. То есть, возможно, он это все спланировал, да, может, он там действительно долгое время о вас думал, там мечтал, тайно вас любил. Так. Ну вот моя интуиция меня не подвела. Это действительно спланированная акция. Мужчина тут хитрит, будет хитрить, да. Он вам будет говорить, что нет, вот я случайно здесь оказался, я просто мимо там проезжал, я там то, я там все. На самом деле по мужам это точно хитрость. Мужчина, ну, можно сказать, что все это время он за вами следил, он был вашим сталкером, извините меня, да. Он очень многое про вас знает. Он никогда не упускал вас из виду. И в самые худшие времена, и в самые лучшие времена он всегда незримо был рядом. Может быть, даже в вашем окружении какие-то есть крыски, да, которые ему периодически сливали о вас информацию. Но то, что вы знакомы, это 100%. Да. Мужчина вас, наверное, вот еще тогда в те лохматые далекие времена, когда увидел, вот для себя решил, что вы та единственная вот по судьбе, ради которой нужно изменить свою жизнь, стать лучшей версией себя. И кроме вас, вот он никого не видит в качестве подруги жизни, да, спутницы жизни, жены. И вот он дошел до пика своего блеска и решил показаться вам на глаза. Может быть, он действительно там очень сильно старался, там против течения плыл, менял свою жизнь, корректировал, чтобы стать, да, лучшей версией себя, чтобы вы на него внимание обратили, потому что вы для него, ну вот реально какая-то богиня. Богиня недоступная, но очень желанная. И чтобы вам соответствовать, да, наверное же, он там и денежку заработал, и на ноги встал, и чего-то добился, да, чтобы вам предъявить, как это, мужское приданное, да, мужское приданное, типа не бесприданник, а достаточно с богатым приданным мужчина, да. То есть все, что вы увидите, это спланированная акция для того, чтобы произвести на вас какое-то незабываемое впечатление, чтобы вы там охнули-ахнули и как спелое яблочко упали в его крепкие любящие руки. Хорошо, как вам относиться к этому мужчине? Ну, кроме шока здесь я ничего не вижу, поэтому хочу спросить у карт, потому что вы так будете шокированы, да, прям растеряетесь. Вот мне идет, что так вам как-то неудобно, некомфортно, и все это очень мутно и непонятно. Так, в принципе, ну, что сказать. Может, он на ноги встал, но он... Он встал на ноги, он, конечно, себя проработал, но вот то, с чем он родился, он с ним и остался, да, он не смог от этого избавиться. То есть, в принципе, мужчина-то он неплохой, но он не ваш спутник жизни. Вот, может быть, он так держится, да, а потом раз сорвался там и ушел в запой, и все, да. Вот копи, земля, валяться. Может быть, там, не знаю, его эти наклонности, он с ними борется, но они время от времени проявляются. Потому что мне идет, что это как временные эти помутнения и временные просветы. То есть жизнь его четко черно-белая. И вот он ходит по этим полосам, да, как по ступеням. Сегодня настроение хорошее, я молодец, я не пью, я там ничего не делаю, я работаю, деньги зарабатываю. А на следующий день проснулся, и уже все тянется страшной силой, он опять опускается. То есть шаг вперед, шаг назад. И вот он как бы в этом застрял. Да, это красивая картинка. Красивая картинка. Он старался. Почему-то мне еще идет информация, что, возможно, он даже не на свои так преобразился. Может, это заем. Ну вот, чтобы произвести на вас впечатление, этот мужчина, ну вот, пошел на такие крайние меры, скажем так. Ну, не знаю, коса все-таки идет, то есть не стоит его принимать.
и не стоит им обольщаться. Хотя я думаю, что вам сама интуиция подскажет, как вам поступить. От чего такой шок? От чего? Потому что недоверие, да, интуиция такая шпыняет вас и говорит, ну не доверяй, ты же помнишь, кем он был. Но не мог так человек измениться, да, не мог. Просто не мог. Вот, и да, скорее всего, это иллюзия типа благородного мужчины, респектабельного мужчины, а по факту, ну, как бы не все там чисто, если честно, да, потому что там туман вышел, и образ ребенка, то есть каким он был, таким он и остался на самом-то деле. Жалко, конечно, мужика, но с другой стороны, ну, зачем это все? Зачем? Это все, ну, как игра, камуфляж. Ну, не стоит оно того. Да, очень похоже, что мужчина пошел на крайние меры, преобразился для того, чтобы произвести впечатление, для того, чтобы, не знаю, там, завоевать вас, а потом мертвым грузом лечь вам на спину либо на грудь, да, типа таскай меня. Ну, не знаю, мне кажется, что вам интуиция очень сильно подскажет, потому что у вас шоковое состояние, вообще не знаете, как вам реагировать, и дыхание у вас сбилось. Потому что память говорит одно, разум говорит одно, а вот этот весь шумовой эффект, он немножко к другому толкает. Ну, еще сейчас посмотрю, чтобы мы уже с вами убедились, да, убедились, ваш ли это человек, либо не ваш это человек. Вообще стоящий, не стоящий, да, что вам делать, как вам поступать. Ну, сразу, да, вот это не ваш человек. Нет, опять коса вышла. Это не ваш человек. Да, он любил вас с самого начала, там, влюблен был, вы его мечта, вы его там путеводная звезда, роковая женщина, как хотите. Но это не ваш человек, потому что с ним, ну, не будет там какого-то особого счастья, понимаете? Зачем вам это все? Ваш человек, не он. Не он и точка. Кстати, может быть, вы вообще замужем находитесь, да, и вот встретите этого из прошлого, ахните. Но не поддавайтесь, это не ваш человек, не ваш абсолютно. Все это игра, все это картинка, красивая, блестящая картинка. Знаете, вот как эти в Инстаграме люди, да, которые успешный успех, а потом жалуются, что у них долги, кредиты, а потом они там еще что-то делают, да. То есть оказывается, что денег у них-то и нет, а других учат, да. Вот приблизительно такая картинка мне идет. Это красивая оболочка, а внутри что? Тухлятина, да? Пустота, тухлятина мне идет. Ну, в общем, девочки, будьте умнее, не дайте себя обмануть, обольстить. И вот эта красивая картинка, это всего лишь фотошоп, да? Это не настоящий, это понарошку. Так, дальше идем. Еще одну встречу показывают. Но тут встреча, кстати, очень такая хорошая, теплая. Встреча с кем-то, с кем у вас давно произошло знакомство, но тут больше, знаете, как работа, деловая сфера, профессиональная сфера. Человек, который, может быть, в свое время не сильно на вас произвел впечатление, но сейчас все уже как-то по-другому, да? Либо человек при второй, там, в третьей встрече, да, как-то по-другому раскроется. Сначала вы думаете, о, странный какой-то персонаж, а теперь вы будете думать, что сам Бог вам послал этого человека, да, сами высшие силы вам послали этого человека. Вижу, что человек вам окажется максимально полезен, важен, нужен. Человек за какую-то, может, вашу задачу взяться, да, за вашу проблему, ну и очень успешно все там порешать, сделать. И еще вижу, что вам очень комфортно общаться. Вы очень то ли ментально похожи, то ли в одной плоскости ментальной находитесь, да? Вы понимаете, что говорят вам, и человек понимает, что говорят ему. То есть между вами вот идеальное взаимопонимание. То есть там без кривотолков, без каких-то там дополнительных уточнений. То есть все понятно, все логично. Вы во всем сходитесь, комфортное общение, замечательное сотрудничество, либо взаимодействие, и будете очень довольны. Скажете, о, я недооценила этого человека в прошлом, а теперь сам Бог мне его послал. Вот. Со стороны того другого человека, ну, если честно, там есть теплые чувства. Я не буду говорить, что это любовь, да, возможно, вы просто очень нравитесь, вас считают там красивой, шикарной женщиной, но, опять же, в силу обстоятельств, может быть, этот человек не свободен, может быть, вы не свободны, да, то есть как бы ничего там более конкретного, личного я не вижу.
Просто нравитесь как женщина. Восхищается, да, мужчина восхищается вашей красотой, красотой женщины. Это, знаете, можно сравнить еще там с любимой музыкой, либо любимой какой-то картиной, да. Вот. Но он понимает, что не имеет права, да, не имеет права на вас, либо не может себе позволить унизить вас там, предложением любовного романа, да, тайного любовного романа. То есть, в принципе, как бы теплые отношения и очень классное взаимодействие, сотрудничество. Так, знакомство. А вот знакомство у вас какое-то прям... Какие-то яркие лампы показаны. Или какой-то очень яркий свет. И знакомство у вас через кого-то идет. Через кого-то. Ну, допустим, ваша подружка может познакомиться, потом познакомить уже с вами человека. Либо человек будет в сопровождении какого-то вашего знакомого. А может, вы сначала с одним человеком познакомитесь, а потом через этого человека с другим. Вот как-то еще так может быть. То есть через кого-то идет знакомство. Знакомство там, где... Ну вот кто-то из вас младше. Прям младше мне идет. Не могу сказать, либо мужчина, либо женщина. Но между вами, смотрите, мост. Видите, мост. А тут вообще подсолнух показан, да, семечки. Может, это какой-то праздник будет, может, еще что-то. У мужчины в голове прям рыба. Видите, вот она порисовалась. А у женщины прям крылышки за спиной. Ощущение крыльев за спиной. Не знаю, то ли он так вам понравится, то ли... что-то такое там между вами вспыхнет буквально сразу с первого взгляда, что мужчина там говорит такой: я влюбился, да, рыба перед глазами, над головой вернее. А женщина такая: господи, сейчас полечу, да, крылышки за спиной. С левой стороны. Знаете, вот что-то мне подсказывает, что вы женщина достаточно сдержанная в чувствах и эмоциях. И что вот это состояние там влюбиться с первого взгляда, это прям совсем не характерно для вас. То есть вы достаточно такой взрослый, взвешенный человек, вы не допускаете не то чтобы таких событий, вы мысли об этом не допускаете, что вы в кого-то прям с первого взгляда влюбитесь. Может, вы там слышали, видели, и вы это, ну, как не приветствуете, да, вы считаете, что это, ну, по крайней мере, странно, нелогично, ты человека не знаешь, ты в него прям сразу влюбился. Но вот вы это испытаете, потому что события у вас с левой стороны. Вот как раз-таки чего вы совсем не ждете, вот именно это и произойдет. И еще какие-то люди там под ногами путаются. А эти люди, они как свидетели, да, свидетели этого любовного романа, да, этого момента, когда люди влюбляются, знакомятся, да, будут свидетели. И вот вам со стороны не видно, а им все будет видно. И видно, и там, знаете, комментарии могут быть, на которые вы совершенно не обращаете внимания, да, потому что вы с друг друга вот как-то глаз не сводите. Мост между вами, мост. Лампы, свет. Не знаю, какой-то свет мне идет, какие-то лампы, яркость какая-то идет. Что-то какие-то софиты. Либо какой-то, не знаю, праздничное какое-то освещение, какие-то, может, декорации еще быть. Что-то такое мне идет. Яркость. Может, это звезды, которые ярко светят, да, как лампы. Может, еще что-то. Давайте проверим. Что за человек? Ну, вот это уже больше похоже на того самого по судьбе. Либо того самого, с кем счастье может быть. Опять же говорю, может. Это не гарантия, что будет. Да, потому что все-таки зависит от людей. От людей, как вы на это посмотрите. Захотите ли вы. Вот, от этого зависит. Ну, это счастливый случай, это счастливый момент. И тот, с кем вы познакомитесь, он прям хороший человек, он прекрасный мужчина, с кем будет замечательная семья, с кем будет новая жизнь, да, он вас куда-то увезет туда, где тепло, хорошо, где солнце, лето и прекрасные ощущения. Вообще у вас друг к другу такое вот отношение, как к подарку судьбы, как внезапный, неожиданный подарок судьбы. То есть, скорее всего, ни вы, ни мужчина не рассчитывают на какое-то знакомство, на какую-то встречу. Оно тебе и происходит, да.
И вот этот, ну это не переполох, это скорее всего, да, неожиданность, внезапность, она немножечко делает ваше знакомство каким-то вот фантастическим и оторванным от реальности. То есть вы можете даже не помнить, что происходило там вокруг вас, о чем разговор шел, ну потому что вы смотрели на него, а он смотрел на вас. Но кто-то из вас явно младше. Я не могу сказать, кто, отсыпка все-таки общая. Но это не должно стать поводом для того, чтобы вы там перестали общаться, либо загонялись по этому поводу. Это не важно на самом деле, не важно. Это счастливый случай для вас познакомиться с этим человеком. Может быть, вы сетовали на судьбу, на жизнь, что вот счастья не хватает, тепла, любви не хватает, что идеальных нет, да, всех идеальных расхватали, а вам не досталось. Ну вот, пожалуйста. Даже если вы не свободны, вот еще раз хочу это подчеркнуть, то у вас крылья за спиной, да, вот это состояние, что я взлетаю, у меня полет, но у кого-то бабочки в животе, не знаю, вас не остановит то, что вы в браке, вот серьезно не остановит. Такая сильная эмоциональная между вами связь образуется, что вы прям и забудете, что у вас там семья есть. Ну, на какое-то время, понятное дело, забудете, но тем не менее. Так. Это, конечно, интересно. Но все-таки. Но для тех, кто в паре, в браке, неважно, там мужчина, женщина, то тут, конечно, большой соблазн, и человек там будет пытаться сдержаться, хотя чувства полили и так нахлынут, что прям выворачивать все будет, а сердце будет наизнанку выходить, да, вылазить. Но с другой стороны, возможно, да, вы друг другу по судьбе, и вы встретились для того, чтобы изменить жизнь и судьбы друг друга. Ну вот почему-то мне еще и так идет. Но так еще вы не общались, да, так еще вы не знакомились с такими ощущениями, да. Что это какая-то игра судьбы. А может быть, действительно, вы можете быть в паре, в браке, но чувствуете себя недолюбленной либо очень одинокой. Так часто бывает, да, люди вроде как и в семье давно живут, но нет искры, нет любви, там уже просто какая-то рутина, которая полностью жизнь в болото превратила, и вы уже не чувствуете себя женщиной, вы не чувствуете себя живой, понимаете, желанной не чувствуете. Вот как-то так мне идет. Про мужчину ничего не могу сказать, кроме того, что у него за спиной еще и птица показана. Над головой рыба, а за спиной птица. Но опять же, птица может быть намек на семейность. Птица может быть намек на то, что он птица вольная, либо птица высокого полета, что постоянно где-то перемещается. Может, он вообще пилот, да, как птица по небу летает. Ну, птица, в принципе, да, символизирует свободу на самом-то деле. Скорее всего, вы все-таки в браке, либо у вас парень есть, а он прям свободный, как птица, да, птица в полете. Рыба. Ну, рыба, да, любовь, и также рыба может и деньги означать. Возможно, мужчина такой при деньгах, да, почему бы и нет, но он не будет это афишировать, допустим, там не достанет пачку денег и не будет там перед всеми и трясти, нет. Но с другой стороны, может наоборот, да, он может там прикинуться бедненьким, на самом деле он богатенький. Ну, опять же, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Ну, вам не уйти от этой встречи, она уже прописана, и все ваши дороги ведут вас именно к этому знакомству. Даже если никуда не будете выходить из дома, все равно сложится такая ситуация, что придется выйти, и как раз-таки в этот раз и встреча произойдет. Вот как-то так мне идет. Ну, либо кто-то вас там по какому-то поводу прям вытащит, может быть, даже и принудительно. И вот вы познакомитесь. Это уже предначертано. Вам от этого не уйти. Вот как хотите. Так, и еще одно знакомство у вас показано. Тут больше, знаете, какая-то женская энергетика идет. Женщина. Почему-то у меня такое ощущение, что вы эту женщину видели. То есть вы ее могли видеть, но вы с ней не знакомы. Вот как-то так мне идет. Но у вас знакомство по судьбе тоже с этой женщиной. И я вижу, что эта женщина, она
поможет цветочку распуститься. Да? Цветочек, знаете, рос-рос и боялся бутон раскрыться. Да? Вот казалось, а вдруг там пчелы злые налетят, либо какой-то человек меня сломает. Да? Это, знаете, больше как либо про женское здоровье, либо про женскую силу. Да? Вот раскрыться, не бояться себя, быть свободной, быть живой, быть, я не знаю, там, дерзкой, да, прекрасной. Эта женщина помогает. Ну, если по-женски проблемы, да, со здоровьем, то, возможно, да, эта женщина, она там очень хороший гинеколог, акушер, какой-то другой специалист, и она поможет вам цвести, не увядать, но цвести, не находиться в этом состоянии бутона, да. Женщина, с которой, ну да, сама судьба сведет. Потому что, возможно, если у вас есть проблемы по здоровью, вы уже у разных специалистов были, а толку нет, да, либо результат вас не вдохновляет, не впечатляет. А именно эта женщина, она сделает все, чтобы все было у вас хорошо, да, чтобы вы выздоровели по-настоящему. И также, возможно, да, эта женщина научит вас быть свободной, легкой, не заморачиваться, там, не думать о чужом мнении, быть свободной от этого чужого мнения, чужого восприятия. Но женщина интересная, она красивая, она сильная, она волевая, она уверенная в себе. Она такая, знаете, вот как, ну не учительница, нет. Она как гуру, как наставник, да, тот, за кем хочется идти, тот, кому хочется верить, тот, чью силу ты чувствуешь, и ты понимаешь, что это не во вред, но во благо, да, вот как-то так мне идет. Это с правой стороны. Вот почему-то мне идет, что вы уже знаете про эту женщину, либо вы где-то видели, либо вам рассказали про нее, и вот осталось только встретиться, познакомиться, да, и получить от нее ее помощь. Но во благо, это 100% во благо, потому что, видите, ваш цветок, он начинает распускаться, расцветать, бутон раскрывается и не боится. А эта женщина как будто бы так, ну, мягко руками, да, раскрывает, помогает раскрыться. Хороший знак. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.